Второй военный год выдался чрезвычайно тяжелым для нашей республики. Большая засуха, начавшаяся до войны, достигла своего пика в 1942 году и имела тяжелейшие последствия. Надо вспомнить, и отец рассказывал, что в годы войны была жесточайшая засуха. И там, саранча напала. И отец рассказывал, как они рыли канавы, разжигали там костры в этих канавах и бегали по Аласу с большим полотном тканью и собирали саранчу в эти, канавы, и, говорит, вкусно очень жареным мясом пахло. Она затронула все соседние районы, однако именно Чурапчинский район, находящийся вдали от водных артерий, пострадал больше всех. В результате стечения всех этих обстоятельств Чурапчинский район стал жертвой выбора по переселению колхозов и переориентации их на рыбный промысел. В условиях военного времени и тоталитарной системы вопросы переселения людей решались в приказном порядке, а переезд такого количества колхозов из одного района в другой легко рисовался только в бумажных планах. Основа для каких-то экстренных мер была. И иногда говорили, что те, которые попали в переселение на рыбную ловлю, выжило их больше, чем те, кто остался. От голода умирали, от засухи умирали люди. Поэтому сейчас очень трудно судить на этот счет объективно. У каждого свое, может быть, своя точка зрения, но истина, наверное, где-то посередине. Это, наверное, в ряде случаев была крайне необходимая мера, и никто не хотел, наверное, уничтожения людей, а хотели именно как один из способов спасения, и, наверное, в этом есть какая-то истина. Руководство нашей республики в те годы было присланным из союзного центра. Вся его деятельность была направлена на достижение результата, даже вопреки реальным возможностям людей и явлениям природы. 11 августа 1942 года вышел протокол Бюро Якутского обкома ВКПБ. Слушали о мероприятиях по колхозам Чурапчинского района. Постановили: первое. Переселить 30-40 колхозов Чурапчинского района в районы рыбной ловли Кобяйский, Жиганский, Булунский. Второе. Подготовку и само переселение произвести в текущем году не позднее 10 сентября. И это решение было принято всем высшим руководством республики. Урактакар Отастарын кытта онно агыс кихилак көрү комиссия тетериллер. Ол комиссия анашын ден сирин наркома бирдетиллер. Онно Семен Закарыш кирер кине ол кемге саммин холбер бирдетили оруовуна Чурапчыга командировка ханжерабит. Онан кайдары бу хеммен карау сити уракта кытыр токты сыгына окманна гитнан. Onu iddiqı toğunu iddiqaydak sut Kur'an bu jonlar korgör hüdderkemlere ana hamı gılamne şerikeme. Bayanne bağın. Onun önce baryandu köyü baryandu barmandu jen kapsan huqpalla. Komandna administrativne sisteme jevik küdötü ağıtasılar o ağıtasılar. Onu higit yer hüdderki barda belem yağı tosku belem onna balık ber ağlık bar jon Улахан утарсуы үксе, бидилен районнар утарсуыттарда. Основным доводом для переселения было: во-первых, люди будут иметь отношение к рыбопродуктам. Во-вторых, работа в рыболовецких бригадах и колхозах приравнивалась к участию в боевых действиях, поэтому рыболовы не призывались на фронт. Dönük hürriyet garxam bafros döyün de hibin dağda ki haydara kurutuyar jonalüte açıktahın ol sanat ol çırapşehir bululdu tatta mena dağına ulu tuq bu şirinden ottan toxtatına o Холовра мен ол төдені сыллаға қайда қапсапетін білбәдім. Сота аммыт атсықтамы кені кәпсірін күрітін өйдүйбін. Бейгі кәбәйі көхін тейбеппет. Декімнен кәпсатаны тейбіліні жан бол бұл бұттен тыңнан тоғыры күрітін әттерді олыр мол оңныман кәбәйі бейтіне тыңнан қалыр бұт әден кәпсірін сібілен әлі өйдүйбін.
В некоторых газетных публикациях 90-х годов основная вина за переселение чурапчинских колхозов перекладывалась именно на Борисова в связи с тем, что в тот период он был якобы начальником переселенческого отдела при Совнаркоме ЕАССР. Однако отделом он руководил с октября 1939 года по сентябрь 1941 года, после чего в связи с исчерпанием своих функций отдел был ликвидирован. И этот отдел занимался плановым переселением колхозников из других регионов страны, преимущественно из Украины и Мордовии. Vanna vallahi yakınada bu seven zakarı tol kinne buruydular diyen oduk çorapçıcılar kadar kepsettek nare hiki gittiyen bolar ne kadar misebile penti tuyul be hiki gittiyen gerçek var tabir onun bakaydı tahat bako sen şöyle ola canlar buta kayandan ol tehratan hiki git be hiki gittiyen tollar kadar Allah xama yabun. Ответственность за трагедию переселенцев несет все руководство республики того времени и прежде всего обком партии Совнарком, в меньшей степени руководители Чурапчинского и Кобяйского районов. Основой трагедии послужила неподготовленность мер по переселению. Оно было организовано без необходимой подготовки, поспешно. При этом организаторы не сумели своевременно обеспечить транспортом выезжающих. А в местах прибытия в Кобяйском и Жиганском районах не было ни жилья, ни снастей, ни продуктов питания. Алтынейге, хеме қарыз кәвейге баран, командировка бара хаджи бит, ол бара хаджан, дебу балағанне уже қоргүйі болан әрәден, тоқтан, 19 тонна продукция субсидиятын сетихер. Однако подчеркнем, что в годы войны смертность была очень высокой во всех сельских районах республики без исключения, в том числе от голода или заболеваний, связанных с постоянным недоеданием. Төрдөн биттен төрдөн 5 сылгадлы сақайрын үдінен барта бион ағыз тығынчаттан орды бион ағыз тығынчаттан орды кее Üyadjan yüksek korguyuttan ölbüt. Korguyu bir yaka körüllüğü var bu çorapçılar gere bulucu hani yerin bollağına bağayak oriyonlar hip paralarını ağın veristin. Suntargı tüyettığınçağı 115 ki ölbüt itikemge. Nürbağa tüyettığınçağı 12 huntar neyleyenetin otu tüyet sılay bırığına şerikemger korguyan üyadjan ölbüt. Sama elbe golü huntargı takıbıt evet. Ondan nürbat tüyettığınçağı 12 bölü üstüğünçağı 1 meğanalaska üstüğünçağı süsüböz hübaltağılı bezeyat olatı tüyetten bildiri var herikemger neyleyene oriyon neyleyeneti ölbüttür. Отметим руководителей республики, прежде всего Илью Егоровича Винокурова, делавших все возможное, чтобы помочь своему народу смягчить людям их тяжелую участь. Семен Борисов в январе 1943 года по предложению Ильи Винокурова был направлен за материальной помощью в Москву. Семен Захарович добился приема у секретаря ЦК партии Наркома земледелия СССР Андреева. Андрей Андреевич Андреев ол хәмә қарывестен темен үесі өсірені күтті кәпсетем дир. Онтон гостиницетер тиен қан делі барылы дегенде мен барбақпын дойды бар ден. Иннен ағаяқ қонымыран жа Андрей Андреевич үңірен olan ол жа өесі өсірені күтті кәпсеттім көме оңырар болды иннен. В результате вышло постановление Совнаркома СССР от 21 января 1943 года о выделении Якутской ССР из Государственного резервного фонда 200 тонн муки. Ondan seme karabı canlı kıyılaktık döndür. Jol min hanıvine itilügedde can korguya olarak kemler 200 tonna бурдук töhөлök kömeni оңор бута болойден. Таким образом, исходя из архивных материалов, персонификация вины за переселение чурапчинских колхозов на Семена Захаровича Борисова, тем более как на главного основного виновника, абсолютно не соответствует действительности. Onun mininden hemen karabı
Туақтан өрі бұддық ағалан әппеппін бар пақтарынан туынан көддіққа балығынне тіннік. Онан бұл чорапчы көрілі өтігер аңырда сәмен ақарыз барыға бұлаққан бұрыдақ дейін сүйалақ дейін әти түрік сүйе бет. Онына өссімен қайдықпын сөбеті әппітім күрдік. Кетілер 19 тонна продуктынан суды бердірер. 6-ніге, 90-ніге тиен еті қайдақ күрдік еті Сталинға тия, Андреевнаға тиян 200 тонна бұрды олан. В 1943 году закончилась длительная засуха. В этот год колхозники впервые за несколько лет собрали значительный урожай зерновых. Был хороший травостой для скота, люди снова смогли заняться охотой и рыбалкой, сбором ягод и грибов. 28 марта 1944 года обком и Совнарком ЕССР вынуждены были принять решение об обратном переселении чурапчинских колхозников из Кобяйского района. Ошибочность решений и действий партийной власти тех лет признана всеми. Состояние сельского хозяйства, являющегося традиционным видом деятельности коренных народов Якутии, напрямую отражается на качестве жизни населения республики. Эта аксиома была особенно заметна в прошедшем столетии, когда наш край был исключительно аграрным регионом. Бұл революционер, оны олдаканеттен бейгі республика бітігер тұя қайсы бәді ден экономика салатын бұйыдынан бәтші қуаты. Бейгі қолабыра республика бітігер тұя қайсы бәден сала бұйыдынан, экономика салатын бұйыдынан сайынлар етін, сайдығытын сағалағынға Сәмен Захарыч Борисов командатан үгітіліне әттіққа тоқтаны олыс сөптіқ, оны мұдыры бәрінігілен сөпкі жағымыттар беттен білген кеге, оны түмікі кәлер. Водная проблема играла ключевую роль в развитии сельскохозяйственного производства и была одним из главных направлений деятельности правительства, обкома партии по реализации комплексного системного подхода к улучшению плодородия почв, развитию мелиорации земель. Были проведены широкомасштабные работы, построены инженерные системы лиманного орошения, земляные плотины и дамбы, осушительные каналы. Если в конце 50-го года насчитывалось 365 крестьянских коллективных хозяйств, то к концу 54-го года их стало 747. Был создан первый оленеводческий совхоз. В 1952 году 15 машино-тракторных станций обслуживали 145 колхозов. На полях работало 188 комбайнов, в том числе 40 самоходных. Количество техники прибавлялось с каждым годом. В 1954 году в колхозах и МТС стало на 46% больше тракторов, чем в 1950 году. За первое послевоенное пятилетие мощность сельских электростанций выросла в 7 раз. Бұл Сәмен Захарыч Борисов халықтатынан мұбейі бұтарқай ғылан қалбыт, күрек әмталақ, бәйлерін әрі көрінен қағайыстуалары чөкөтін. Бәйтін біреметігер әме хен балатчак яқтақ, ресурсалақ, әтен үлені қамнағы месетін тағарар, жоны үлені қачер, дұқоттур, тұрықтақ қағайыстуалар көрігіндерін сағалабыттыр. Ол егер бұл қолқостар, артеллар. Уровень развития сельского хозяйства Якутии позволил продемонстрировать на всесоюзной сельскохозяйственной выставке достижения многих сельских тружеников республики. Сылгы урукко тыгынча тоостойден хэттахыллаха диэри вообще отрасль быһытынан аҕыллыбат эбит. Кини производственный показательга киитбэт. Кини тягалавай сила рабочий скот быһытынан бүтүн союз үддөнөн аҕыллар эбит. Яны бу Сәмен Захарыч Борисов бу чолорго правительстволы дир биллер жандар кытта олох СК секретарын Андреев кытта Самбин Собьячев председателя бу жондай кытта Ворошилов кытта ник тоқтан туросан бу ат бапорон туросы бүтүн түмүгер бу хакахеригер осенен бу сылгы бапорогар СССР Самбинин урадакар. Ол түмүгер сылгы
товарная продукция качество теркирер. Билин кинне öleren холобур эдеге гынан оһуннахына булаңар кирер, показатага кирер, хугостаргар киннер балансалар тоттулар болан эт ют ас статистикага кирен товарная продукция быйдан учеттанар. Отчетугар болана биһиге хугостар бут экономические показатели сразу түйден асылтаната редакдаскана түйер. В 1963 году сессия Верховного Совета ЯССР определила дальнейшее развитие табунного коневодства как государственную политику, что привело к большим положительным изменениям в коневодстве республики. Министр сельского хозяйства СССР Валентин Карпович Месяц отметил большие перспективы коневодства в Якутии, одобрив разведение лошадей для производства мяса и рекомендовал широко распространить опыт республики. Специально коневодтар дембаллар, сылгыттар дембаллар, бригадирлер дембаллар. Бу үлелләре ваннык бихи төрүгә бит хайыбыт бардын ул учоттубут барды чокка бихи ганныктан Дагестанда кене алтымыгар тегенче досүдөн агысыллакка түрнө хетте түрнө агысыллардака алтта сака социалистке эле гөрөйдөр болалар. Бу сылгыйдитин бу прогар союзүдөнөн бөннене ханныктаны социалистке эле гөрөйө суада. Я тарбут Лукин, Даммага, Степанов, Михайловска, Константинов, Чурапчига, Юхабилюга, икки бир нехелектен сразу, значит, герой болалар. Вон Эмекан Кривошапкин. Семен Борисов всемирно поддерживал руководителей колхозов и совхозов, которые не только выполняли план, но и проявляли заботу об улучшении жизни своих работников, делали все возможное для комфортного проживания жителей села. Ол бөйлектен кейін вопростарын түмігер, хақайрен, түйетін херен бару орионларға бүтінітігер. То бар-бары социальная инфраструктура, бүтінеті ол егер болан оскола, балыға, клуб, почта, бүйіс-бүйінті баты толықта қағасы, қоқостар күйістерін тұтылып тұра. Практически ол түмігер. Беге сақабы терен тегетін тегінна қалбыт. Онтан атын олықтағаны беге тегебіт середен бүтінейді сабылдықтады. Тега серін қас бейді бөхеліктергер, қас бейді нәйлейлақ пуындаргер. Нәйлейіне олықтақ қиетна дейдер әппеттер тоқ бар бары көрің ұсылуға. Онна туақ үліғамнас бүтінейді бар еді. Самын ғыламыны үліхеттерге олықтақ нәйлейінеға үлемесеті бар еді. Үлемесеті бар болғаны ким барта доходтанар болланы агыр хир таннар. В 60-е годы шел интенсивный процесс укрупнения колхозов и создания материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. Началась плановая племенная работа в животноводстве. В эти годы из других регионов страны в республику было завезено более 26 тысяч коров сементальской и холмогорской породы. Благодаря системной и целенаправленной племенной работе значительно увеличились надои молока. В последующие годы доерами были установлены рекорды более 5 и 6 тонн молока от одной фуражной коровы. Республика салаясывара, ученыйдара, оны делялы хеттері бары түмсен тоққойдан барандар. Бұл вопросы қайды бағарағға, бұл бейгі республика бітігер итілдер ұнақ сүйі, мұродатын талар, оны сағынды туғынан вопросы бағар біттірі. Онына үлібәй түвеспічте біліңі күрдік, қаннаған атыңда қантан баран атлаған ағалы бұл баққа. Бардан оғы көтінен бергенен, Братчы көтінен маны дақасынан, бұл бейгі ұслой өтігер, бейгі олақ бұтығар сөпті бәр, сирбетігер опытығар, ағығар өлігер, бартығар бары ден аттан бейға сүнінен, симментал оны қолмағыр бұрады, ден икі бұрады, бейға арайынерамында бұрады бұғытнан бұл бұттыр. Ити сами өптіғ бәр еті. Усилиями руководства республики, организаторов сельхозпроизводства всех уровней, рядовых тружеников, в середине 60-х годов сельское хозяйство нашей республики устойчиво и надежно развивалось для решения вопросов продовольственной безопасности Якутии на долгие годы вперед. Бұл Семен Захарис Борисов, бейгі республика бет олығы жағаға, сайдылақ, нәйленеті үйрақтақ, кең білілақ, құрылақ, үрді культуралақ болырынан тігір. Олы әлбәқ жоғындақ деғалалары түріттәбіт, сағылабыт, оны олыққа кейлетін амбастағынан тәребек кейіннен болар.
Onun sebepten bu Respublika süy saat olarak sebepten bu Semen Zakharov Borisovka Kenyaga derin maktallıktık banıgı onun kölünler onun keler kematetten minsana var Suriye bütün adete. Onun bu tügenden tuhanan Semen Zakharov Borisov ösütügül Borisovka ösütügül üyeler oydu binnügü manda kanna bit şöyle johondan onuror tutar Hayandan ada bulu demin sanalak. С приходом советской власти в Якутии началось спортивное движение в привычном нам сегодня понимании. Это введение в школах уроков физкультуры и спортивных праздников, строительство стадионов и спортивных площадок. Здоровый человек – это самая большая ценность любого государства, региона. Приняли решение о развитии физической культуры и спорта. Это связано с тем, что нужно развивать молодежь, а физкультура и спорт дает очень многое. Допустим, целенаправленность, трудоспособность. Те, которые в истории, если коснуться истории, занимались спортом, они всегда в жизни очень активные, позитивные, очень хорошо работают, умеют дружить и так далее. Очень много качеств развивает. В 1955 году было принято решение о развитии в республике вольной борьбы, бокса, тяжелой атлетики и национальных видов спорта. Это постановление в последующем сыграло решающую роль в подготовке якутских спортсменов высокого класса. Физкультура и спорт в республике получили особенный размах и поступательное движение после назначения председателем Республиканского спорткомитета Николая Тарского и избрания Егора Кычкина первым секретарем обкома комсомола. Ondan vallahi beyce tol kuyduları şöyle etti. Komsomol, Егор Дмитрий Кычкин diyen emiye bir ki hatta olur bu da üskürüla diye hep onu Tarskay din olur. Badarwan Allah da ili tutan bilgiler komsomol onunla sport üçet bu prova var da bu datalarına canlar eylerin kol bağıttırılı. Были направлены в центральные вузы России наши передовые, физкультурники, будущие работники. Это Бурнашов Роман Романович, Волков Николай Николаевич, был Кочнев Валерий Пантелеймонович. Но эти кадры, отучившись в Москве, вернулись и в республике начали развивать многие виды спорта и вообще физкультуру и спорт. Именно по их предложению было решено проводить раз в 2 года спартакиаду народов Якутии, как смотр массовости и мастерства спортсменов. Между спартакиадами устраивали фестивали молодежи и студентов. Первый состоялся в июне 1957 года в Якутске. На этот фестиваль съехались представители всех районов республики, почти 4000 молодых людей. Dönnemin biyen sette Allah'a onu bitirin, onu skolahan bitirin. Onunla kiren tüyek körünge bastavatım. Onunla vallahına stadion. Onuruk doluru, stadion hepsinin doluru. İkan attı hiçeki kiren. Kolvara maya delegasyası bilgi 106 kit. Anı vallahına sport put elbeğe, körün elbeğe. Garatki, voleybol, basketbol, çepçek atletika. Ondan da tatlarını da tüygenin diol bok sabit yemet tustut et ba vallahi. Во исполнение одного из постановлений Бюро Якутского обкома партии о мерах по созданию сети спортивных школ в 1964 году открылась знаменитая Чурапчинская детско-юношеская спортивная школа Дмитрия Коркина, в скором будущем ставшая кузницей чемпионов. После успешных переговоров руководства республики со спорткомитетом РСФСР и Федерацией спортивной борьбы в июне 1964 года Якутск стал ареной проведения 19-го чемпионата РСФСР по вольной борьбе. Но здесь надо сказать, что те, которые боролись, стали чемпионами и так далее, Талквиат Иванов, Петр Алексеев, Альберт Захаров и Эдуард Гегеев, они были лидерами всегда. Даже возьмите призеров и так далее, кто боролся. Среди них есть доктора наук, люди, которые работали на очень ответственных постах.
Таким образом, 60-е годы стали временем качественного изменения в развитии спорта и физкультуры, роста мастерства спортсменов в республике. Якутия становится одним из сильнейших спортивных регионов Российской Федерации по многим видам спорта. Советский период истории сыграл решающую роль в вопросах развития культуры и искусства народов Якутии. В республике к 1951 году функционировало 150 государственных библиотек, 404 государственных клубных учреждений и 4 краеведческих музея, 1 парк культуры и отдыха, 18 красных чумов. Для решения новых задач необходимо было их укрепление и активная работа. Однако материальная база культпросвет учреждений была исключительно бедна и совершенно не соответствовала требованиям времени. У нас положение было довольно сложное. В нашем якутском драматическом театре в то время работали только 40 человек, а в русском драматическом театре 45 человек, а в Нюрнбергском колхозном театре 13 человек. Не было помещения хорошего соответствующего, не было хорошего финансирования. И вот Семен Захаров все время держал под своим контролем работу этих учреждений. Вторая половина 50-х выдалась бурной в развитии учреждений культуры республики. Повышение качества жизни людей, увеличение количества населения ставили новые требования к работе. Менялись подходы к деятельности в сфере культуры. С 1957 года коллектив Русского драматического театра начал работать в новом здании. В эти годы были сданы в эксплуатацию кинотеатры «Айхал», «Мир» и «Лена». В 1958 году Якутское музыкально-художественное училище было разделено на 2 самостоятельных учебных заведения. Руководство республики во главе с Семеном Захаровичем перед правительством, перед Центральным комитетом ставили вопрос и социальных объектов. Таким образом, у нас появился русский театр, также были заложены театр оперы и балета. К сожалению, поскольку культура финансировалась по остаточному принципу, они появились у нас в городе в 70-х годах. Музыкальное училище, которое на Кирова стоит, он тоже был практически заложен в 50-е годы. В 1957 году Борисов обратился с просьбой в ЦК КПСС об организации Дней якутской культуры и искусства в Москве в связи с 325-летием вхождения Якутии в российское государство. ЦК принял решение провести декаду в Москве в конце 1957 года. Там впервые в Доме литераторов была представлена выставка книг якутских писателей. 450 книг они представили, якутские писатели. И второй раздел был там, 100 книг якутских писателей, переведенных на русский язык и на другие языки народов Советского Союза. И в-третьих, были представлены 400 книг перевода у русских писателей, в том числе Пушкина, Горького, Шолохова, и других, на якутский язык. Другим поистине эпохальным событием стала премьера первой якутской оперы «Нюргун Ботур», состоявшаяся 11 декабря 1957 года на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Этот день стал одним из самых ответственных и волнующих для артистов Якутской республики. Уже с первых звуков затих весь зал, обратив взоры на сцену. К концу первой картины раздались первые аплодисменты, и чем дальше разворачивались события, тем чаще и продолжительнее они становились, переходя временами в дружное скандирование. К концу спектакля и сцена, и зрительный зал слились в единое целое. Зрители, стоя почти 10 минут, дружно аплодировали якутским артистам. 17 декабря в Большом театре состоялся заключительный концерт, на котором присутствовало все высшее руководство страны во главе с Хрущевым и Брежневым. Почти все руководство Советского Союза
присутствовала вот на этом вечере. После этого триумфального выступления вышел и специальный указ Президиума Верховного Совета, где двум нашим выдающимся представителям культуры, в том числе Местникову Василию Васильевичу, было присвоено звание народного артиста СССР, режиссеру. И вот нашему земляку Дмитрию Федоровичу Ходулову тоже присвоено звание народного артиста СССР. Семен Захарович придавал очень большое значение проведению в Москве Дней якутской литературы и искусства, осознавая тот факт, что это не разовое мероприятие, а сконцентрированное проявление уровня культуры, искусства и литературы в республике. Осознание якутским народом своего настоящего устремления в будущее. Культура республики в те годы выходила, скажем, на масштабную арену тогда Советского Союза. И спустя многие годы, в этом году, когда в 22 году, вернее, мы будем отмечать столетие образования Якутской ССР, отклики тех дней, которые прошли в 1957 году, хотим и в 22 году возобновить, восстановить и, скажем, связать этой связующей нитью. Например, ту же оперу, которую тогда показывали впервые, Нюргун Батура, который сегодня, в видоизмененном виде, скажем, обработанном. Хотим, чтобы и опера Нюргун Батур была, скажем, одной из центральных мест Дней Республики Саха-Якутия, посвященных столетию. О том, как решался кадровый вопрос до военной Якутии, приведем один яркий пример. 21 февраля 1939 года из Москвы прибыла партийная группа во главе с Ионом Лукичем Степаненко. Через 2 дня он был избран первым секретарем Якутского обкома, а приехавшие с ним 5 человек заняли все ключевые посты. В том же году прибыл и Владимир Алексеевич Муратов. Он стал председателем Совета народных комиссаров ЯССР. Все вопросы республики стали решаться приезжими варягами, не знающими ни менталитета народа, ни историю Якутии, ни особенностей развития народного хозяйства. Поэтому были допущены грубейшие ошибки в организации работы в военное время. И в результате чего в 1941 году от голода и болезней умерли во всех районах нашей республики около 16 тысяч человек. А в 1942 году умерли около 19 тысяч человек. В последующем, в 1943 году, то чуть меньше, но все равно умирали от голода и болезней. Все это, конечно, от того, что областной комитет партии тогдашний не смог принять более эффективные меры в это трудное военное время. Приезжее руководство республики проводило политику, главной задачей которой являлось не выдвигать местные национальные кадры на ответственные участки работы. Пленум Якутского обкома партии состоял из 45 человек, из них якутов всего 11 человек. В Якутском горкоме партии 1 якут. Среди депутатов Якутского горсовета только 3 якута. Среди 655 ответственных работников республики было 125 якутов. Членами Совнаркома 4 русских и 3 еврея. В госплане республики среди 21 ответственного работника нет ни одного якута. Только в мае 1943 года была исправлена сложившаяся негативная ситуация по работе с кадрами. На 8-м пленуме обкома партии были назначены и утверждены первым секретарем Якутского обкома Георгий Иванович Масленников, председателем Совета народных комиссаров ЯССР Илья Егорович Винокуров. Семену Захаровичу пришлось очень сложно начинать эту работу, но тем не менее, вот они с Ильей Егоровичем Винокуровым, первым секретарем обкома партии, 1946 года, начали планомерную работу по привлечению местных кадров к руководству республикой. И это им удалось. Именно в те годы выросли многие выдающиеся советские, партийные, хозяйственные, научные руководители республики. Назначенные Семеном Захаровичем Борисовым руководители партийных и советских органов в течение многих лет, в
том числе и после его ухода в 1965 году с поста первого секретаря обкома партии, успешно работали на благо республики в самых разных сферах народного хозяйства. Это подтверждает умение Семена Захаровича правильно формировать кадровую политику, прозорливо использовать человеческий потенциал на благо развития трудовых ресурсов Якутской АССР. Очень как ювелирно, что ли, Семен Захарович подходил к подбору кадров. Из Сунтарского района Шадринова Николая Васильевича, которому было всего лишь 33 года, и он руководил колхозом, там самым крупным, он его сразу сделал министром сельского хозяйства. А через год его назначают первым заместителем председателя Совета министров республики. Это уникальный случай. Семен Захарович Борисов был высокотребовательным руководителем. В таком же духе воспитывал и других руководителей. Абсолютно не воспринимал карьеристов любыми путями, стремящихся получить должность, а также людей, заменявших реальные дела и действия пустословием и демагогией. Юрий Николаевич Прокопьев, он работал секретарем райкома комсомола там в Вилюе, да, в Верхней Вилюе. Потом его сюда пригласил, он стал секретарем обкома комсомола, это еще при Семене Захаровиче. И потом постепенно его направили в высшую партийную школу при ЦК ВКПБ. А Гавриил Иосифович Черяев, тоже его воспитанник, можно сказать, он взял его в аппарат. Он сначала его поставил заместителем министра просвещения Якутской ССР, когда ему было всего-навсего 28 лет. Логика жизни такова. Достигает цели только идущий и целеустремленный. Семен Борисов однозначно относится к их числу. А рядом с ним всегда находились опытные, одаренные партийные и советские работники, крупные организаторы производства, сумевшие объединить вокруг себя коллективы и людей для достижения выдающихся трудовых результатов.